Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На берегу озера Рица прошли ежегодные межведомственные тактические учения антитеррористической и спасательной направленности. Какие данные собираемости оплаты за электричество на сегодняшний день и как Черноморэнерго может повлиять на неплательщиков? В Абхазской акватории Черного моря выявлено несоблюдение правил вылова рыбы среди рыболовецких сейнеров. Межведомственные тактические учения антитеррористической и спасательной направленности прошли на берегу озера Рица. Учения прошли по поручению президента Абхазии Аслана Бжани в связи с проведением с 1 по 7 марта Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Подробности в репортаже Алики Трапш. По легенде, тактика специального учения МЧС Абхазии на северо-восточном берегу озера Рица произошел сход снежной лавины, в результате которого автомобиль с пассажиром сошел с проезжей части дороги и упал в озеро. Прибывшие на место происшествия спасатели на катерах с водолазами приступают к операции по спасению пострадавшего. Совместными слаженными действиями сотрудники ГИМС вытаскивают из-под воды на борт аварийно-спасательного катера «Кайман» пострадавшего, который был заблокирован в утонувшем автомобиле, и передают медикам МЧС. Те, в свою очередь, оказывают первую помощь пострадавшему и госпитализируют его в ближайшую больницу. К тому времени сотрудники поисково-спасательного отряда по веревочной переправе спускают еще одного пострадавшего с верхней части скалы, оказывают ему первую доврачебную помощь. В связи с появлением информации о том, что на территории схода лавины есть еще один пострадавший, на поисково-спасательные работы были высланы спасатели на снегоходах. Отыскав пострадавшего, спасатели оказывают ему первую доврачебную помощь и на снегоходе доставляют его к сотрудникам медицинского управления. Для расчистки участка дороги, заблокированного сходом лавины, высылается подразделение пиротехников. Рассчитав необходимые параметры с учетом всех рисков, они осуществляют подрыв и освобождают дорогу от снежных завалов. В учениях были задействованы 50 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня дал положительную оценку увиденному, подчеркнув, что более подробный разбор по выявлению неточностей в действиях конкретных подразделений последует позже. Это дает возможность нам посмотреть, насколько ребята подготовлены к разным событиям. И я думаю, что сегодняшние учения, на мой взгляд, прошли неплохо. В дальнейшем будем смотреть и делать выводы для того, чтобы исправить некоторые ошибки, недостатки или изменить. Безусловно, это делается для того, чтобы проверить готовность наших сотрудников, технику. Мы не зря выбираем именно сложную территорию. Здесь и добраться до этой местности было не так просто, благодаря Рицинскому парку, руководителям, я сейчас всех перечислять не буду, они 24 часа за последние 2-3 суток были с нами, очищали дорогу, несколько лавин сошли. Это все испытания, сюда поднять и катера, и тяжелую технику не так просто. Но мы справились. Тактические учения на берегу озера Рица МЧС проводит ежегодно. Впервые в этом году к ним присоединились силовые структуры Абхазии. Они выполняли задачу в рамках антитеррористических учений. Силовики блокировали участок местности, где расположилась условная диверсионная группа. Затем пошли на штурм и ликвидировали условных диверсантов. В сегодняшнем учении можно дать только положительную оценку. Конечно же, в таких сложных природных условиях нам удалось провести эту работу. Она, конечно же, в первую очередь направлена на противодиверсионное, антитеррористическое действие наших подразделений, отработка слаженности подразделений, в том числе и взаимодействие с нашими российскими коллегами, как МВД России, Росгвардия, ФСБ. Сегодня впервые присутствуют на этом мероприятии коллеги наши из Южной Осетии, так что мы общими усилиями боремся с основным противником везде, где бы он у нас не появился. Межведомственные тактические учения проводятся для того, чтобы оценить профессиональную подготовку спасателей и силовиков. Присутствовавший на учениях министр внутренних дел Южной Осетии Алан Гушмазов дал положительную оценку увиденному. По профессиональному подготовке СОБР это все отработал чисто, достойно. Я считаю, что они занимаются повседневно и тем самым не на учениях справились с заданием на высшем уровне.
Межведомственные тактические учения проходят по поручению президента Абхазии Аслана Бжани в связи с проведением с 1 по 7 марта Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Алика Трапшин, Вера Рджени, Адам Рджени, Абхазское телевидение. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Галского УВД, капитана Альберта Заракуа, лейтенанта Вианора Апшилава и младшего лейтенанта Давида Квиквискири. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшего тяжкие последствия, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Из постановления возбуждения уголовного дела следует: 6 декабря 2023 года Квиквискири задержал находившегося в состоянии алкогольного опьянения Виталия Карбая на рынке в Гале и доставил его в районный отдел внутренних дел. Милиционер в отсутствии понятых незаконно произвел личный досмотр задержанного и не задокументировал это. По окончании досмотра Карбая стал нецензурно выражаться, и Квиквискири ударил его. В это же время в дежурную часть УВД вошли Заракуа и Апшилава. Они вместе с Квиквискири стали избивать Карбая. В результате Карбая нанесли тяжкие телесные повреждения. После Карбая поместили в изолятор в отсутствии законных оснований, где последний содержался до его освобождения 7 декабря. Виталий Карбая скончался в больнице в Сухуми 9 декабря, куда его доставили 8 декабря из ЦРБ Гала. 10 февраля Заракуа и Апшилава задержали. Подозреваемый Квиквискири в прокуратуру Галского района не явился. Его местонахождение неизвестно. Проводятся оперативные мероприятия для установления местонахождения последнего. Абоненты, имеющие задолженность перед государством за потребленную электроэнергию, будут оплачивать счета по тем тарифам, которые были установлены на момент образования задолженности. Какие данные собираемости оплаты за электричество на сегодняшний день и как Черноморэнерго может повлиять на злостных неплательщиков? Об этом и многом другом в репортаже Рады Чичава. Система ЖКХ обеспечивает комфорт и безопасность жителей, однако нуждается в финансировании, эффективность и функциональность которого напрямую зависит от дисциплины самих граждан, вовремя оплачивающих работы коммунальных служб. Однако эта, казалось бы, простая система взаимовыгодных отношений упирается в недобросовестность некоторых граждан. В Абхазии, по данным Черноморэнерго, динамика собираемости в сфере энергетики на протяжении десятилетий не превышала 25%, а долг потребителей перед государством с 2014 года достиг 5 миллиардов рублей. Мы обратились в Черноморэнерго за комментарием о ситуации с собираемостью средств на сегодняшний день. Как отметил начальник управления по энергосбыту Саид Блабба, январь традиционно считается сложным периодом из-за предшествующих праздничных дней. У нас январский период был сложным относительно праздничные дни, и он всегда является таким самым сложным месяцем, во всяком случае для Черноморэнерго по вопросам собираемости. Несмотря на это, показатели январские превышали предыдущие, когда на данный момент активно занимаемся упорядочением вопроса собираемости, то есть в вопросах учета, корректировки групп учета в ряде предприятий, организаций, то есть юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и госучреждениях в том числе. В нашей республике более 80 тысяч физических лиц-потребителей электроэнергии. Также около 4,5 тысяч госпредприятий, ИП, ООО и 7,5 тысяч льготников, оплачивающих электроэнергию по сниженной стоимости. Для работы с населением проводится государственная программа установки приборов учета. Уже на сегодняшний день, благодаря установленным счетчикам, число которых около 24 тысяч по всей республике, появились рычаги воздействия на злостных неплательщиков. До конца этого года, как отметил Саид Блабба, будет установлено еще 30 тысяч приборов учета. Это позволит значительно повысить уровень собираемости. По физическим лицам ведутся активно работы по установке приборов учета. Также применяются различные механизмы взаимодействия с населением уже со стороны Черноморэнерго. Принимаются меры по усилению эффективности обхода, то есть работа с контролерами, с руководителями. Работали в социально направленном режиме долгий период времени, в связи с чем, в принципе, организация
страдает из-за сильного недофинансирования, вынуждены уже выходить из данного режима работы, и нас должны тоже понимать. У нас очевидные сложности в энергосистеме. Необходимо проводить ряд мероприятий, огромное количество средств необходимо для организации стабильного электроснабжения и качественного электроснабжения абонентов. Как отметил Саид Блаба, выплата задолженности неоценимо важна в условиях устоявшегося кризиса всей энергосистемы республики. Средства, выплаченные жителями за потребленное электричество, могли бы не только восстановить объекты критически важной гражданской инфраструктуры, но и развивать качество всей системы энергетики. Качество невозможно достичь без должного финансирования в определенные узлы и направления. Энергетические, электросетевое хозяйство должно модернизироваться и развиваться в шаг с экономикой Республики Абхазия, дальше опережать экономическое развитие. То есть этих показателей у нас на данный момент нет в связи с, честно говоря, с плохой собираемостью, с дисциплиной в рамках собираемости. По словам Саида Блаба, активная работа со злостными неплательщиками проводится не только в районах и городах республики, но и в стенах суда. В судебном порядке начинаем решать эти вопросы. Очень много ИП и ИО были обесточены на прошлой неделе активно в Гудаутском районе особенно за неуплату. То есть усиленно ведутся работы именно по направлению неплательщиков, злостных неплательщиков. Как рассказал Саид Блаба, неплательщики на данный момент будут оплачивать задолженности в соответствии с теми тарифами, которые действовали в момент неуплаты. Оплата будет вестись в рамках тарифа за тот период, когда был факт потребления этого объема электроэнергии. То есть, если там был прибор учета, есть проблема фиксации контрольных показаний, то есть на момент повышения тарифа необходимо было фиксировать прибор учета, то есть показания прибора учета, чтобы возможность перерасчета была. Но есть определенные расчеты по усредненному подходу, можно определить затраты потребителей за определенный период. В республике на данный момент действует график веерных отключений. Чаще всего жители с интересующими их вопросами относительно отключений света или же отклонений от установленного графика обращаются в СОЭС. Порой, как отмечают жители, до Сухумского управления электросетями довольно сложно дозвониться. Как нам рассказали сами диспетчеры СОЭС, которых 4 человека в штате, они работают посменно, до поздней ночи. Эксцессы и накладки в звонках могут происходить из-за большого количества обращений. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. В центре города Гудаута производится замена кровли здания, в котором располагаются районная почта, библиотека и телевидение. Ремонтные работы ведутся за счет средств из республиканского бюджета. На восстановление кровли здания было выделено более 17 миллионов рублей. На данный момент производится демонтаж старой кровли и подготовка к установке новой, сообщил главный специалист отдела информации и связи с общественностью администрации Гудаутского района Арнольд Дзарипа. Работы по замене кровли выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком и завершатся до конца года. Кавалер ордена Мужества и Золотого Георгиевского креста первой степени Олег Бебия героически погиб 10 мая прошлого года в ходе СВО. В культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии состоялась встреча, посвященная памяти героя. Репортаж Ульяны Рожковой. В каждом историческом периоде появляются свои герои, совершаются новые подвиги и сохраняется память о них. Многие бойцы из Абхазии сегодня вместе с многонациональным народом России сражаются на Донбассе. К сожалению, немало и тех, кого мы потеряли в ходе СВО. Среди них и Олег Бебия. Погиб он 10 мая прошлого года при эвакуации раненых бойцов с передовой. Олег Бебия посмертно награжден орденом Мужества и Золотым Георгиевским крестом первой степени. Славного сына абхазского народа посетили друзья и близкие Олега Бебия, представители Министерства обороны и общественности. Гибель сына сильно подорвала здоровье отца Олега, Бориса Бебия. Он не дожил до сегодняшней встречи. Отец не выдержал все это. Его отец молодой, сравнительно молодой, наш ровесник, мог жить и жить, но он
Его последние слова было, вот он мне набрал и позвонил и сказал: 11 числа у сына день рождения, Катерина, вы его вспомните. Это было его последнее. Он выглядел вроде хорошо, но он был лежащий. Ой, говорю, как это, мы вместе отметим. Но он не дожил. Встреча памяти была организована при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазия. За участие абхазских бойцов ВСВО и их смелость руководитель Россотрудничества Дмитрий Федотов поблагодарил весь народ нашей страны. Я просто хотел бы сказать большое спасибо и народу Абхазии за то, что оно помогает нам в этой операции. Потому что, с одной стороны, все это, я говорю, больно, а с другой стороны, ты понимаешь, что если это не произойдет, то мы с вами можем оказаться на грани уже того, что реально нацисты будут рядом с нами, и реально они будут среди нас. Вот чтобы этого не было, я думаю, мы всегда должны хранить память. И очень хорошо, что здесь мы сейчас можем вспомнить и Олега Борисовича Бебия, и то, что вот он спасал раненых с передовой. Он спасал раненых, да? То есть он вытаскивал людей для того, чтобы они жили. А его не стало. Это очень сложно, очень страшно. Я хотел бы сказать большие слова спасибо родным, маме Олега Борисовича. Хотел сказать его супруге за то, что вы нашли время и возможность приехать сюда. И я думаю, что это нужно делать. Это нужно делать, и как бы не было тяжело нам всем дальше, без этого нельзя никак. Будучи совсем юным парнишкой, Олег проявлял большой талант к спорту, особенно к боксу. После окончания школы Олег переехал в Россию по приглашению тренера по боксу Игоря Угрозова и тренировался под его руководством в секции бокса «Клуб Боевые перчатки». В августе 2000 года Олегу Бебия было присвоено звание мастера спорта России. На встрече в честь его памяти были представлены множество наград Олега, в основном медали за первые места. С 7 лет он пошел заниматься боксом в поселок Агудзера, где он родился в Галичинском районе. У знаменитого тренера заслуженный тренер Ашот Саян Хатхаман. Великолепный тренер был. В 1998 году он уезжает в Санкт-Петербург, и мы о нем не забывали, потому что мы следили за ним. Он был, вы представьте себе, в течение 2 лет он провел 137 боев, из них, которые 80 он выиграл. Это Кубок Москвы, в Питере, все мероприятия, которые проходили, он выигрывал, и он получает звание. Чемпион России. Это высокое звание было, и это было для нас большой гордостью. Защита Отечества требует мужества и самоотдачи, а иногда и самопожертвования. Каждому поколению нужны люди, которые способны вдохновлять и совершать героические поступки. В новейшей истории Абхазии добровольческому движению отведено особое место. И неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение Абхазии, в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Сегодня добровольцы из Абхазии, наши братья, товарищи, выполняют свой интернациональный долг, помогают народу Донбасса в его справедливой борьбе против фашизма. Светлая память Олегу Борисовичу. Светлая память нашим братьям, сложившим голову во имя справедливости. Память о герое останется во многих сердцах. По словам друзей и родных, Олег Бебия был преданным и верным человеком, который всегда готов был протянуть руку помощи. Олежка тоже у нас был, так как он и физически, и морально, духовно был очень крепок. Еще с тех времен, как-то всегда мы рассчитывали на его поддержку, она всегда была в нужный момент. Память героя почтили минутой молчания. Олег Бебия стал примером для многих, ведь он погиб ради мирного неба и светлого будущего. Ульяна Рожкова, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В абхазской акватории Черного моря выявлены нарушения правил вылова рыбы среди рыболовецких сейнеров. Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей. Шазина Ханагуа расскажет подробности.
Вопрос соблюдения правил вылова рыбы у берегов Абхазии по-прежнему остается актуальным. Согласно постановлению Кабинета министров республики, запрещается экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается привлечение к промыслу рыбы иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами, обеспечение контроля за общим количеством судов, принимающих участие в промысле, возлагается на Госкомитет по экологии. По правилам рыболовства у нас обозначены запретные зоны. Это на устьях рек, это береговая 500-метровая зона. Вот эти зоны были нарушены. По нарушению просто зоны они были оштрафованы по 3000 рублей. Это просто нарушение зоны. Такие у нас вот штрафные санкции. Но если на судне, на рыболовецком оказалась рыба, тогда она уже считается в двойном размере от стоимости, специально вот по нашим установленным таксам по исчислению ущерба. Вот по этим таксам на одном из кораблей было 50 тонн рыбы, за что они за ущерб, нанесенный выловленной рыбы в запретной зоне, они были оштрафованы на 600 тысяч рублей. А на другом судне было обнаружено 5 тонн рыбы, за что они были оштрафованы на 60 тысяч рублей. Также есть судна, оштрафованные на 120 тысяч рублей. Очень тяжело капитаны турецких судов, турки, будем так говорить, они с трудом это воспринимают. Очевидно, у них не такие порядки и правила, там по-другому работают. И здесь им чуть-чуть тяжеловато, но мы предупреждали, предупреждения были в несколько раз. Они из зоны не выходили и наоборот начали ловить рыбу. Конечно же, это нас возмутило. И вот вышло из всего этого процесса, вышли вот такие постановления о штрафных санкциях. Нарушители должны оплатить штраф в течение 10 дней и предоставить квитанцию об оплате. Все штрафы перечисляются в республиканский бюджет. Рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии всего 9. В целях эффективного использования биологических ресурсов, а также охраны промысловых рыб у берегов Черного моря республики для них действуют одинаковые правила. По фрахте работают с заводами, Сухумский завод. И вот здесь, допустим, Сухарибкомбинат плюс, это вот Сухумский завод, но у них еще один завод в Ачигварах стоит. Но судно называется Хапал Осман, которое оштрафовано за ущерб вот 600 тысяч рублей. Вот здесь есть 60 тысяч рублей, здесь есть 120 тысяч рублей. Келимоглу, Сухрибхоз 1, Келимоглу 4, Сухрибхоз, просто Сухрибхоз есть, Шабан-Кияк 1. На 3000 рублей очень часто мы штрафуем. Это нарушение зоны. Когда рыбы нет, мы не можем предъявить. А когда нет рыбы, 3000 рублей штраф за нарушение зоны промысла. В период хамсовой путины у берегов Абхазии проводятся плановые рейдовые мероприятия. По словам Мурмана Соломка, в них задействованы экологи и пограничники. Совместно проверяют улов, соблюдение правил рыболовства. Рейды осуществляются в благоприятную погоду, учитывается и состояние моря. Мы заранее должны сообщить им, что такой-то рейд намечаем. Они выбирают по погоде. По погоде корабли в море должны все находиться. Обговариваем время, или с Ачимчирской бухты выход, или с Сухумской бухты выход. 2-3 человека наших экологов, пограничники абхазские также, и вместе высаживаемся. Я лично в этом году уже 1 раз был, все ребята по 2-3 раза уже ходили осматривать суда, рыболовецкие суда. Подходит корабль,
мы не имеем права без пограничников, не имеем права, это за иностранное судно, без пограничников мы не имеем права на борт его заходить. В этом сезоне общий допустимый улов хамсы в осенне-зимнюю путину составляет 52 тысячи тонн. Период хамсовой путины в абхазской акватории Черного моря был открыт в декабре и продлится до 1 мая. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Давид Авицба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 13 февраля, на территории Абхазии ожидается облачное с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 13-18. Температура моря плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.